Более 10 000 человек собрал второй фестиваль Апсны, который прошел 30 июня в столице Российской Федерации. Исторический парк Красная Пресня, любимое место отдыха москвичей, превратился на один день в мини-Абхазию с песнями, танцами и запахом свежего кофе. Инициатива проведения такого праздника принадлежит правлению московской абхазской диаспоры. Второй год мы проводим этот фестиваль. На самом деле это вот попытка такая проводить активность московской диаспоры. Нам очень понравилось сделать это на открытой площадке, потому что у нас есть возможность, во-первых, гораздо больше людей, количество людей собрать. Во-вторых, мы приглашаем наших гостей, не только одни абхазы или те, кто из Абхазии собираются, 300-400, здесь собираются там 15 000 человек. Приходят люди, наши друзья, приходят люди, которые проживают неподалеку. Они знакомятся с нашими достопримечательностями через то, что мы им показываем. Мне кажется, вот такая площадка, она и в прямом, и в переносном смысле добавляет больше воздуха в мероприятие. Оно становится более насыщенным, более ярким, более таким событийным. Конечно же, все проекты в Москве проходят при поддержке посольства Республики Абхазия. Подобные фестивали дают возможность ознакомить большое количество людей с абхазской культурой и способствуют сближению народов. Мероприятие, в первую очередь, конечно, культурного характера, хотя, по моему мнению, оно несет также информационно-пропагандистский характер, потому что дает возможность больше и шире показать, рассказать об Абхазии, о ее культуре, традициях, обычаях. Здесь очень много гостей, здесь помимо жителей Абхазии, абхазов, здесь наши братья абазины, здесь жители Москвы, здесь адыги, здесь представители других национальностей, проживающих в Москве. Я хочу всех нас, всех присутствующих здесь поздравить с этим праздником. Это действительно праздник Абхазии. Фестиваль посетили дипломаты других государств. Несмотря на расстояние, очень многое связывает народы Абхазии и Никарагуа, говорит посол этой страны в России Альба Сусена Торрес. Я думаю, что это прекрасная инициатива, потому что мы, люди из другой континент, я из Никарагуа, встречаетесь культура, традиция и жизнь наших друзей Абхазия. Несмотря что у нас через океан, мы живем очень далеко от вас и очень как-то похожи. Каждый, кто побывал в этот день на фестивале, чувствовал себя здесь, как в Абхазии. Повсюду абхазская музыка, абхазская речь и символика, нарядная молодежь в национальных костюмах. Восторгом, восхищением участвую в этом фестивале. Вы знаете, у Хемингуэя есть такое замечательное выражение: «Париж – это праздник, который всегда с тобой». Для нас Абхазия всегда праздник с нами. Для нас Абхазия – это радость. Для нас Абхазия – это мечта. Абхазы для нас – это были и будут всегда братьями по духу. Программа фестиваля была очень насыщенной. Это кинематография, национальные обряды, танцы, художественные выставки, уроки абхазского языка, фудкорты. Больше всего зрителей привлекла свадебная церемония привода невесты. Ощущение реальности всего происходящего не покидало зрителей. Конечно же, кроме жениха и невесты, здесь были родители, хозяева свадьбы, настоящие тамада и многочисленные гости. Посетители фестиваля также имели возможность пройтись по воссозданной Сухумской набережной, выпить кофе в знаменитой Брехаловке и сыграть в нарды. Ярко, красочный, потом приятно, прекрасно, даже дают там документальный фильм о Абхазии, вот, и даже угощение, сладости. В Абхазии вы бывали? К сожалению, нет, но я бы хотел, планирую. Бог даст, на днях, может, в этом даже году хочу побывать хотя бы на пару недель. Представители разных народов и даже континентов объединила в самом центре Москвы абхазская культура. Каждый мог найти здесь занятия по душе или же просто прогуливаясь по парку пообщаться с друзьями. У вас культура очень крутая, но я вижу очень интересные вещи. Я африканец, поэтому когда я пришел здесь, я видел что-то еще по душами. Это мне уже круто. И видно, что люди более культурные.
В ресторане Ача-Чача все гости фестиваля могли попробовать национальную кухню. В лектории же рассказывали о возможностях горного туризма в Абхазии. Здесь же на вернисаже были выставлены картины абхазских художников, которые при желании можно было приобрести. Организаторы не забыли про детей. В детской зоне маленьких гостей развлекали аниматоры. Приятным сюрпризом стал и розыгрыш путевок от туроператоров Абхазии, которые также представили на фестивале свои стенды. Второй фестиваль абхазской культуры Апсны завершился концертом и праздничным салютом. Нона Кукускир, абхазское телевидение из Москвы.